Уважаемые коллеги, дорогие гости, рад приветствовать на площадке пресс-центра Международного информационного агентства «Спутник». Как известно, с 3 по 7 октября в Абхазии проходит первый международный мультикультурный проект «Нартиада». Об этой идее и содержании фестиваля мы поговорим с нашими гостями, которых я с удовольствием представлю. Это владелица арт-агентства «Полет» Ирина Бычкова, арт-продюсер, куратор проекта «Нартиада» Атана Агрба, главный партнер фестиваля Галина Мурина, а также художник, скульптор, автор спецпроекта «Затерянный сад» Дмитрий Горбунов. Прежде чем мы перейдем к обсуждению данного фестиваля, я предлагаю посмотреть видеоролик, который позволит всем нам почувствовать и погрузиться в атмосферу фестиваля «Нартиада» в Абхазии. Ирина, пожалуй, начнем с вас. Я думаю, что уникальная природа и культура истории Абхазии не последнюю роль сыграла в решении того, где и как будет проходить фестиваль. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея провести такой фестиваль в Абхазии и в чем главная цель проекта? Мы начали с нескольких направлений. Первое – это работа с банками, заниматься арт-бэнкинг, то есть инвестиционным искусством. Задались вопросом, как из современного художника сделать создать ему такую оболочку, чтобы он успешно развивался и двигался на арт-рынке при помощи определенных технологий, поскольку художнику это делать иногда очень сложно самому. И поэтому это полет, это галерея широкого профиля. Мы подбираем искусство под клиента, это может быть классическое искусство старое, может быть современное, но задачи тоже самые разные. Коллекционирование, продвижение современных молодых художников и в целом продвижение всего арт-рынка в такой крупной программе, которая называется «Российская культурная платформа». Поэтому на самом деле интерес к региональным проектам для нас абсолютно не случайен. Мы понимаем, что арт-рынок должен двигаться и в западную сторону, и в восточную, и на север, и на юг. И для нас очень интересны новые имена художников. И, собственно говоря, вот этот невероятный интерес к этой земле, к тому, что когда мы сюда приехали и восхитились абхазской землей, ее горами, морем, небом, под которыми живут невероятно креативные люди, которые создают свои уникальные произведения. Нам показалось это очень интересным. Ну и сразу же возникло такое желание. Мы познакомились, значит, во-первых, наверное, не случайно, с министром культуры Абхазии. И стартовала такая идея, что сделать небольшой фестиваль обменный такого культурного диалога между нашими странами, где абсолютно на одной и той же площадке предстанут абхазские художники и российские. И это такой, значит, мост между культурами и странами, горизонтальный с одной стороны, а как исследовательская структура, как структура, которая анализирует, что происходит сегодня с миром, с человеком, поскольку художник – это отражение, это зеркало того, что происходит вокруг нас, и это наши глаза, это наши уши, это то, что заставляет нас видеть этот мир гораздо ярче, гораздо глубже. Мы решили показать художников, работающих с какими-то еще глубинными корнями. Так родилась идея Нартиады. Название, кстати, придумала прекрасная мама Атана, великий литератор абхазский, который пишет и прозу, и поэзию. И мы решили показать и как у современных абхазских художников интерпретируется вот нартский эпос, самая глубокая такая
мифическая, легендарная история, которая всегда очень важна для народа, это собственный код самоидентификации, и, соответственно, привести художников российских, которые бы показали разные направления, но при этом как они тоже работают со своими глубинными корнями, интерпретируя в современном искусстве. Ну, так как было озвучено уже участие моей семьи, я хотела бы сказать, что я выросла в семье, в которой всегда собиралось большое количество творческих людей. Это всегда была культурная элита Абхазии. И на протяжении многих лет нам всем известно, что мы были изолированы, обособлены от внешнего мира. И то, что люди создавали, находясь в этой обособленности, мне кажется, это уникальное произведение, это уникальный такой вектор развития. И мне очень хотелось, чтобы эти люди имели диалог, возможность диалога с другой культурой, с российскими художниками. И часто бывает, как бы, я из кино пришла так, в арт-агентство «Полет», и то, что меня побудило вообще прийти, это было то, что как бы посещаю огромное количество выставок в Москве, и я всегда думала о том, что как было бы чудесно провести такого уровня выставку в Абхазии. И наши художники этого заслуживают, этого достойны, и вот, и поэтому я невероятно благодарна арт-агентству «Полет» за то, что это реализовалось, это случилось, и я думаю, что это такая точка бифуркации для культурной жизни Абхазии, и я безумно благодарна за то, что все так сложилось, все пазлы сошлись, и этот проект, он сложился за очень короткое время, хотя обстоятельств, которые ограничивали, было очень много, но так или иначе у нас замечательная команда, коллектив профессионалов больших, безумно влюбленных в свое дело и в искусство. И я думаю, что благодаря этому у нас все сложилось, и я надеюсь, что сложится, и в дальнейшем наш проект еще будет расширяться, развиваться, в него будут приглашены и будут проводиться на странах, народах, которые также есть нардский эпос. И Абхазия — это начало, а дальше мы будем развиваться, расширяться и приглашать, и делать его более грандиозным, и включим в него больше народов, связанных с нардским эпосом. Поэтому я хочу сказать, что это только начало. Дальше у нас большие планы, грандиозные, и я верю и убеждена в том, что этот проект, он очень важен не только для Абхазии, но и для культурного, как сказала Ирина Анатольевна, диалога с другими народами, с Россией. И это вот начало заложено, дальше вот как Понятно, захотеть. спасибо, Анна. От Анны я продолжу. Как известно, «Спутник Абхазии» является главным информационным партнером. Мы будем поддерживать все начинания и дальнейшее продолжение данного фестиваля. Но одним из главных партнеров фестиваля представляет сегодня Галина Мурина. Я хотела обратиться к вам, что вас побудило поддержать данный проект. На самом деле это было, с одной стороны, очень непростое решение, а с другой, на самом деле, очень легкое решение. Мы в последние несколько лет, вообще весь мир существовал в каком-то странном немножко состоянии, и все мы искали какого-то диалога, какого-то выхода, как ту или иную ситуацию прожить. И когда мы встретились с Ириной, мы очень быстро нашли общий язык, и буквально через несколько встреч она мне озвучила, что существует идея такого проекта «Нартиада». Мне рассказали, в чем суть этого проекта, что это будет мультикультурный фестиваль. У нас здесь собраны будут не только художники, что это на самом деле представители, мастера разных творческих направлений. Мне показалось это действительно очень интересным, потому что
вот особенно когда в последнее время вот начали, уже когда у нас активная стадия подготовки была, и все, и нам начали говорить, как вы можете вообще в такое время сложное заниматься какими-то подобными мероприятиями. А на самом деле ответ очень простой. У каждого человека существует свой способ взаимодействия с миром. И для представителей креативных индустрий, для творцов, очень важно доносить до людей свои мысли и чувства через свои произведения. Это их способ общения с миром. И, на мой взгляд, это одна из самых незащищенных, скажем так, вот среди нас людей, потому что им очень сложно иногда вот этот диалог выстраивать, потому что они настолько тонко чувствуют весь этот мир, все изменения, и они это отражают в своих произведениях. А как это донести до людей? И на самом деле такие чудесные люди, как Ирина, София, это вот наши организаторы, представители арт-агентства «Полет». В принципе, мне кажется, только вот такие фундаментальные люди могут помогать вот этим вот иногда таким легким, таким чутко воспринимающим людям, как творцы-художники. И мы начали обсуждать этот проект, и несмотря ни на какие сложности, мы поняли, что это очень важно сейчас провести этот фестиваль. И даже то, что это происходит не на территории России, где больше чего-то нам понятного, как и что нужно. Мы, когда начали общаться с Атаной, поняли, насколько у них большой запрос для того, чтобы, у вас в Абхазии, запрос на то, чтобы у вас появилось какое-то такое глобальное масштабное мероприятие, где вы сможете миру показать, чего у вас вообще существует в вашей культуре, в вашем искусстве. Это настолько самобытные, интересные произведения. И как вы думаете, разве можно было отказаться в том, чтобы поучаствовать в таком интересном проекте? При этом еще для меня было очень важно, что это действительно не только проект односторонний, да, а то, что и мы, в свою очередь, тоже от России своих творцов тоже сюда везем, которые настолько какие-то очень интересные вещи создают, свои проекты, произведения, да, которые для, например, вашей Абхазии достаточно тоже новое что-то. Поэтому на самом деле самая глубокая вот эта вот мысль этого проекта – это именно создание диалога и возможности высказаться через свои произведения всем, кто в нем участвует. Касательно проекта и вообще своей конкретной миссии как художника, я хотел бы сказать, что вообще искусство, оно как бы призвано, да, особенно современное, призвано вот искать какие-то новые смыслы всегда. И это происходит путем поиска вот этих вот новых связей. В данном случае эта идея мне очень показалась привлекательной, да, для меня, вот как художника, который здесь сольный проект выставляет свой. Потому что для меня, например, такая вот этот новый смысл, он появляется за счет вот этого контекста исторического, да, того, что я помещаю в свои произведения, вот, и прикасаюсь к этой истории, к этой земле, к этой культуре, истории. Вот. И это как бы и дает там моим, в частности, например, работам новый смысл. Вот, и делает их как бы... Именно вот эта вся ситуация, этот проект, это и есть произведение, как бы в данном случае, вот, мое произведение, да. Поэтому я, конечно, да, очень благодарен этим людям за то, что в целом предоставили такую возможность. Вот. Тем более, что, например, вот свой проект я выставляю прямо вот в таком месте, очень насыщенным событиями, да, историческим. Вот, это место, где сейчас происходят археологические раскопки. Вот, в данном случае много чего происходило, и поэтому, конечно, для меня это прям невероятная удача, да, то, что получилось. У меня, в принципе, проект задумывался как такой мифотворческий, вот, про такие вот осколки цивилизации, да, про
Мой проект, он про монументальность, да, про искусство, которое способно противостоять как бы времени, условиям и прочим, да, потому что сейчас время очень быстро меняется, условия меняются, смыслы устаревают очень быстро, да, и, конечно, я вот сейчас как художник оглядываюсь на какие-то действительно фундаментальные произведения и вообще задачи, да, которые ставят перед собой искусство, вот, обращаюсь как бы к опыту поколений. Вот, пытаюсь уцепиться за то, что, в общем, может реально противостоять времени. Вот, и поэтому все как-то оно классно сложилось. Очень все так ладно. Вот, все, что хотел бы сказать, да. В холле Абхазского драматического театра в салон «Витраж» будет открыта выставочная выставка, экспозиция, где будут представлены невероятные костюмы электротеатра «Станиславский» в авторстве главного художника по костюмам электротеатра «Станиславский». И также будут, как сказала Ирина Анатольевна, эскизы к этим костюмам. И приурочено вот к такому событию мы решили впервые, еще до открытия музея при театре, экспонировать и показать, представить публике афиши, исторические афиши Абхазского драматического театра. Многие из них датируются от 50-х до 70-х годов. Это прекраснейшие, очень известные спектакли и Нелли Эшпа, и Кови, Валерия. Спектакли Нелли Эшпа, Валерия Кови. И я думаю, что это тоже также начало положит работы Абхазского драматического театра музея, который уже достаточно долгое время пытается запуститься. Я думаю, что вот это будет стартом таким и привлечет внимание к истории Абхазского драматического театра, очень богатой истории. Вот, это что касается вот афиш. Приходите обязательно, это невероятные, очень красивые афиши, художественные, их все оформляли также известные абхазские художники, в том числе есть афиши, оформленные Баталом Джопа, который также участвует в нашем проекте, и работы которого тоже будут представлены, графика по нарскому эпосу в белом парусе. Поэтому каждая из этих афиш является таким отдельным произведением искусства, поэтому мы вас очень ждем, чтобы Спасибо. вместе с нами. Вы могли бы сказать подробнее, что будет происходить на Вафонской пещере? Вообще изначально Новоафонская пещера должна быть таким сюрпризом, вот, но мы все-таки решили рассказать, что будет происходить, что за действо. В Новоафонской пещере будут экспонироваться работы Владимира Воуба, это графика иллюстрации. Будут в пещере Новоафонской будут экспонированы работы Владимира Воуба, это эскизы, иллюстрации, прошу прощения, к нарскому эпосу. Мы распечатали их на широкоформатной такой печати, вот, и хотелось бы вообще идея самой вот выставки в пещере была вот отсылкой к наскальной живописи, и вообще пространство пещеры в мифологии — это очень один из главных мест действий, поэтому мне кажется, что это хорошая вот идея создать такую историю и как-то посмотреть эти работы именно в таком пространстве, потому что здесь пространство также является частью вот всей этой концепции. Глубинный традиционный эпос, легенды и сказания, по сути дела, это как что-то, мне кажется, можно сравнить в российской истории, это «Слово о полку Игореве», которое пелось тоже, это полустихи, полупроза, иногда это так и эдак бывает, это масса героических лидеров, воинов, которые, естественно, очень патриотично защищают свою родину, и, в общем, соответственно, это три сюжета: героический, защита Родины, это любовь и там, ну, не знаю, всякие там, не знаю, материнство, допустим, и так далее. То есть то, что свойственно эпосам всех, на самом деле, народов, просто это удивительно, что есть предположение, что нарский эпос пришел с территории Северного Ирана, а дальше был интерпретирован
в разных кавказских странах очень по-разному. В Абхазии получил вот особое такое развитие, свою интерпретацию, своих героев. Имена у них тоже получили трансформацию какую-то, то есть есть самые главные герои. Мужской образ, женский, обманщик, как всегда, есть герой, наоборот, который всех спасает, справедливость какую-то восстанавливает. Есть прекрасная женщина Гунда, которую также зовут как мама Атаны. Вот. Так что на самом деле это просто те мифы и легенды, которые доходят в устном в основном творчестве и очень сильно влияют, просто пронизывая национальную культуру как некий код земли, территории, тоже что там, с чем, допустим, работает Ульяна Подкорытова в российской провинции. Вот. Поэтому нам очень хотелось это как-то сравнить, распространить тоже, может быть, потом этот проект на другие, возможно, на другие страны и регионы. И уже на самом деле восхититься тем, что Абхазское царство, древние корни этого народа, они вот очень глубоко пропитаны этим, и во всем в современном искусстве это всплывает как бы на поверхность. От такого художника, потрясающего самоучки, как Гивис Мыр, до молодых художников, совсем юных. Нам было это очень интересно, что до сих пор это все живо в народе, это абсолютно живая энергия. Вот, так что наслаждайтесь Нартиадой во всем ее многообразии. Очень рада, что вы сегодня здесь. Заявлено такое направление, которое еще мало знакомо, вы немного уже говорили об этом, мало знакомо в Абхазии, да, это диджитал в современном искусстве, NFT и так далее. Этому будет посвящаться, насколько я понимаю, и отдельная дискуссия, которую, конечно, мы с удовольствием посетим. Могли бы вы коротко рассказать о том, как вообще, в каких случаях NFT может быть искусством и где эта граница проходит между коммерцией и искусством в мире NFT, так скажем? Ну, я тут долго не успею рассказать про это, потому что нужно рассказывать про разные ресурсы, как это все начиналось, как переходило от одного к другому, как раскручивалось определенным маркетингом. Просто задам такую интригу, что мы это будем обсуждать на лекции как раз с Алексеем Риттенбергом, который возглавляет на самом деле целую группу молодых людей, работающих вот в электронном искусстве, диджитал-искусстве, создающим отдельные произведения, которые очень глубоко отличаются, реальные произведения, созданные в виртуальной реальности, от NFT. Это мое мнение, такое экспертное. Я считаю, что NFT – это как бы продукт, который должен существовать в сети, это некая картинка, хуже или лучше сделанный софт, который, в общем, является электронным дизайном. А то, что мы будем показывать, это живое искусство, хоть и виртуальная реальность. И в этом есть огромная разница, потому что по ощущениям, дело в том, что искусство влияет на вас, когда это авторство. Ощущение присутствия автора должно быть невероятно сильным. Тогда это только имеет смысл вообще с этим соприкасаться. Я надеюсь, что все вы как раз это почувствуете, когда придете к нам в «Белый парус». И Алексей Риттенберг как раз подробно очень расскажет, как начиналось это, как это входило в России в моду, что именно делали молодые художники, как они участвуют в тех или иных процессах. Мы совместно, кстати, с Алексеем Риттенбергом создаем платформу по добыче самых красивых произведений в электронном медиа на территории России. Называется «Арт-Невод». Спасибо, Ирина. Наша пресс-конференция подошла к концу. От лица главного информационного партнера Международного информационного агентства «Спутник», от лица наших гостей я еще раз приглашаю всех жителей и гостей Абхазии посетить Нартиаду с 3 по 7 октября.